Время новостей Татарстана на ТНВ. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. Вот о чем расскажем. Лучшие из лучших в своей профессии. Кому сегодня вручили государственные награды, расскажет Салават Мухаммадулян. Новая жизнь мусора. Все эти виды деятельности станут равноценными и равнозначными звеньями одной цепи. Как будет работать новая схема обращения с отходами, узнал Дмитрий Аринин. Принимает помощь от прохожих. Передаю человеку. Удар, вещи. Спасибо. Историю Ильшата Каримова, который в 45 лет остался на улице, расскажет Зарина Ахметова. Национальностей много, республика одна. Некоторые разговаривают на азербайджанском языке, некоторые на русском. Бывает и на татарском тоже разговариваем. На многонациональном фестивале «Казань-дети» побывала Лилия Кашварова. Премьер-министр России поддерживает татарстанские проекты. Сегодня в Москве прошла встреча Дмитрия Медведева и Рустама Минниханова. Это так называемые итоги года. Здесь обсудили реализацию майских указов Владимира Путина, республиканских программ и развития Иннополиса. Об итогах года президента Татарстана сегодня спрашивали и журналисты. В Москве Рустам Минниханов пообщался с ними в медиаклубе. Детали у Дины Газалиевой. Сегодняшняя среда в Москве для Татарстана прошла очень насыщенно. Самое ключевое событие – встреча Рустама Минниханова с главой Российского кабинета министров. Двусторонняя беседа прошла в здании на Краснопресненской набережной столицы и, конечно же, была посвящена итогам года. В целом у Татарстана показатели хорошие, но Рустам Минниханов не преминул попросить у Дмитрия Медведева поддержки по ряду проектов федерального правительства. Проект «Иннополис», новейший город в российской действительности, развивается под патронажем Дмитрия Медведева. Поэтому естественно, что текущие вопросы по его функционированию сегодня поднимались в ходе встречи в Доме правительства. Но не только это. Вопрос о мерах поддержки и постановление 1119, которое позволяет нам создавать новые рабочие места, сделать те тяжелые проекты за счет возврата инвестиций более привлекательными. Здесь тоже есть поддержка. Обсудили сегодня с Дмитрием Медведевым и исполнение майских указов президента страны в Татарстане, а также изменения в налоговых правилах с 2019 года. Обсудил вопросы, связанные с новой формой налога на сбор ТБО. Тема непростая, тем более сегодня она очень обсуждается. Комментарий по итогам встречи с Дмитрием Медведевым нашему телеканалу президент Татарстана дал уже на заседании медиаклуба, созданного при полпредстве Татарстана в Москве. Уверил, что у премьер-министра страны настроение позитивное, бодрое, и он проекты Татарстана поддерживает, как и татарстанцы, свои связи с исторической родиной. Как вы видите развитие этих отношений? Сегодня вновь прошло заседание медиаклуба, члены которого действующие или бывшие журналисты интересуются жизнью в республике. Вопросы звучали самые разные. Один из них, конечно же, о сохранении татарского языка за пределами Татарстана. Язык не только учить, его надо использовать. Если мы даже дома у себя не пользуемся своим языком матери, о чем разговор? Это бессмысленно. Завершилась встреча церемонии награждения. Наш коллега, заместитель директора филиала медиахолдинга ТНВ в Москве Александр Ярошов из рук президента получил благодарственное письмо. Дина Газалиева, Марат Закиров, Матвей Шинкаренко, Роберт Муртазин, ТНВ, Москва. И сегодня у президента Татарстана также намечена встреча с губернатором Забайкальского края. Об этом подробнее в 21:30. Сегодня День Конституции России. С этой датой всех татарстанцев поздравил Рустам Минниханов. Он отметил, российская Конституция вобрала в себя самые лучшие из мирового опыта, и Татарстан в развитии своей правовой системы неукоснительно следует духу главного документа страны. Как один из регионов-лидеров, республика отличается высоким уровнем общественно-политической стабильности и развития гражданского общества. Президент Татарстана пожелал всем доброго здоровья, крепости духа и реализации жизненных планов.
Накануне Дня Конституции Алексей Венедиктов, главный редактор «Эхо Москвы», в интервью Сергею Минаеву высказался по поводу языкового вопроса и обратился к историческим фактам. Цитата. «Для людей это очень болезненно. Вспомним 1917 год. Политика Александра III по языкам привела к тому, что 20 лет спустя революцию поддержали все национальные меньшинства в стране. Они видели в русском империализме угрозу их культуре. И то же самое случилось в 1990 году». Алексей Венедиктов обозначил и главные проблемы, которые могут сыграть негативную роль. Еще одна цитата. «Я всегда говорил, что национализм русский, еврейский, татарский может развалить Россию. Мы сами требуем от латышей. Ребята, русские, которые живут у вас, должны иметь возможность обучаться на русском. При этом они должны знать и государственный язык латышский». Народное признание, всеобщая любовь, а теперь и государственные награды. Сегодня, в день празднования Конституции России, их получили из рук премьер-министра республики 48 татарстанцев. Это певцы, врачи, машиностроители, люди самых разных профессий. Они стали лучшими в своем деле. Торжественный марш, знаки отличия и новогоднее настроение. В Кремле праздничная атмосфера, в зале лучшие из лучших. Фарид Миргалиев – пример для заводчан Нижнекамск-нефтехима. Он практически всю жизнь проработал на одном заводе и в одном цеху. Всего 40 лет стажа, и свою награду он посвятил коллегам. Эта награда не только мне, это награда всему коллективу нашего цеха. Как одному из представителей. Потому что у нас труд аппаратчиков – это коллективный труд. Один ты ничего не сделаешь. Ответственный работник ответственно идет из-за своей награды. Александра Иванова из Альметьевска – маляр. На одной должности уже 15 лет, и менять профессию она не собирается. Делаем ремонт в подъездах. А нравится то, что после моих рук остается красота. За красоту, но уже на сцене сегодня получил награду певец, композитор и заведующий Буинского драматического театра Ферзяр Муртазин. За народную любовь звание «Народный артист республики». Какие могут эмоции? Только хорошие. За то, что вот государство оценило твой труд. К овациям ему точно не привыкать. С микрофоном в руках он с 5 лет, и сегодня Фердус Тимаев получает звание заслуженного артиста. Это на самом деле большая награда. Сегодня радуются мои родители, семья, друзья, мои любимые зрители. Они лучшие в своем деле. В День Конституции страны медали, ордена, почетные звания и благодарности получили 48 татарстанцев. Искренне благодарю вас за добросовестную работу, за преданность своему делу. Благодаря труду и таланту вы добились высот в своей профессии, внесли значительный вклад в социально-экономическое развитие нашей республики. Машиностроители, артисты, маляры, врачи, юристы – именно эти люди своим примером доказали, что быть лучшим не так уж и сложно. Главное – желание, преданность и любовь к своей профессии. Салават Ухмадуллин, Ишат Мухаметов, ТНВ, Казань. И еще о наградах Владимир Путин сегодня присвоил начальнику управления Росгвардии по Татарстану Рустему Гумерову звание генерал-майор полиции. Воинские звания получили еще 6 сотрудников войск Росгвардии. Рустем Гумеров до этого работал в органах внутренних дел и 5 лет занимал должность начальника службы безопасности президента республики. К другим темам познакомились и узнали нюансы. Сегодня в Казани прошла встреча руководства Восточного регионального оператора с представителями полигонов ТБО. Напомним, с начала следующего года во всех субъектах страны за мусорные процессы будут отвечать региональные операторы. В Татарстане их 2. Как поменяется работа коммунальных организаций и что будет с тарифами, узнал Дмитрий Аринин. По новой схеме обращения с отходами Татарстан будет разделен на 2 зоны – западную и восточную. В первую войдут Казань и соседние районы, во вторую – Закамье. В каждой зоне теперь аккумулировать весь мусор будут региональные операторы. В западной это компания по ЖКХ, в восточной – Гринта. Теперь этот крупный бизнес будет в ответе за все мусорные процессы, от вывоза до переработки или утилизации. Компании, что раньше по отдельности выполняли те или иные функции, станут подрядчиками рекоператора и войдут в единую систему управления мусором. Все эти виды деятельности станут равноценными и равнозначными звеньями одной цепи. Так, например, что касается накопления отходов, то ни для кого не секрет, что сейчас в одних районах есть система контейнерного сбора,
сбора, в других доступен только мешочный сбор, например. С приходом регионального оператора система контейнерного сбора должна быть доступна каждому жителю. Как будет работать новая схема, сегодня объясняли руководителям полигонов. Все они должны будут подписать договор с рекоператором, а он в свою очередь заключит соглашение об услугах с теми, кто и производит мусор. Это организации и граждане. За жителей многоэтажек документы оформят их управляющие компании. По новой схеме тариф будет единым для всей республики. Ждут, что расценки возрастут, но при этом у коммунальщиков повысится качество работы. Если мы учет объем принимаемые отходы будем вести в соответствии с законом, тогда у нас, наверное, может даже состояние коммерческое улучшится, думаю. Ожидается небольшое повышение тарифа, но не следует забывать, что повысится качество предоставляемых услуг, повысится системность и доступность. Главная доступность этой услуги каждому жителю нашей зоны деятельности. Какая будет стоимость до конца этого года, предстоит решить Республиканскому комитету по тарифам. Все мусорные новшества вступят в силу уже с 1 января. Дмитрий Аярин, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. До конца этого года в Елабужском районе установят более 5000 умных счетчиков. А работы начались в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Ее утвердили новым майским указом Владимира Путина. Какие преимущества они дадут, об этом далее. Опыт ведущих мировых сетевых компаний показывает, для поддержания потери электроэнергии на уровне 6% и ниже наиболее эффективные системы интеллектуального учета. В Елабужском районе по проекту сетевой компании до конца этого года установят более 5000 умных счетчиков. Для этого выбран 31 населенный пункт. Потребителю не нужно будет не передавать показания прибора учета, ему не нужно будет информировать нас, ему не нужно будет заботиться о приборе учета, о сроке его полезного использования. Никому не надо звонить, там передавать. Только получать по счету и платить. Я так понимаю. Огромный плюс для нас. Гражданам установка умных счетчиков дает немало преимуществ. Не нужно ежемесячно передавать показания приборов учета. Есть возможность выбрать и сменить тариф. А за потреблением электричества можно следить через интернет в своем личном кабинете. Если у кого-то там плохая проводка, еще что-то, какие-то замыкания внутри сети, счетчик, во-первых, позволит это отключить и обезопасить, и действие наших оперативного персонала будет уже конкретно в эту точку. Мы не будем ездить искать по всей деревне там виновного, а конкретно приедем уже к потребителю. Важно, что все мероприятия по установке интеллектуальных систем учета электроэнергии проходят за счет сетевой организации. Проводили разъяснительную работу с населением, предупреждали, что мы планируем такие-то работы, и все это за наш счет. Более того, дальнейшие эксплуатационные затраты на их содержание, ремонт и замену неисправных приборов учета, метрологическую поверку будут осуществляться за счет ОАО «Сетевая компания». Внедрение интеллектуальных систем позволит создать полную прозрачность между потребителем, сетью и поставщиком электроэнергии. В будущем году сетевая компания планирует охватить автоматизированными системами учета электрической энергии 29 районов республики, установив в Татарстане 130 тысяч умных счетчиков. Прибор учета на самом деле уникальный. У нас таких аналогов пока еще не было. Возможность удаленного снятия показаний есть в каждом счетчике. Возможность отключения есть в каждом счетчике. То есть производитель на самом деле аналогов таких в России пока не было. Анна Городнова, ТНВ. Новый год в долгожданных квартирах. Ключи в Нижнекамске получили бюджетники и сотрудники промышленных предприятий, в том числе Нижнекамскнефтехима. Эмоции от новоселья у Альбины Салгараевой. Поздравляем вас с новосельем! Мы желаем вам уюта и тепла. 80-квартирный 10-этажный дом номер 35 по улице 30 лет Победы. Сегодня в 49-м микрорайоне счастливыми новоселами в нем стали 18 работников Нижнекамскнефтехима. Альберт Гафуров по-хозяйски осматривает свою квартиру. Уже представляет, как ее будет обставлять. Он трудится на заводе пластиков Нижнекамскнефтехима. До того ютился в малосемейке. Для жизни все есть. Плита, балкон, вода. Но осталось только за мебель и все. 2 квартиры в этом доме нефтехимики получили по дополнительной программе жилищного строительства, а 16 квартир по социальной ипотеке. Среди них и Наталья Пантелеева. Скоро уже пополнение еще жду. Вот я очень рада, что буду вместе тут с дочкой жить. С 2005 года по программе социальной ипотеки среди сотрудников акционерного общества было распределено 1300 квартир, а с 2015 года по 2017 год по дополнительной программе жилищного строительства 1400 квартир. Огромная работа также проводится и по организации инфраструктуры в 47-м и 49-м микрорайонах. С
С мечтами о собственной квартире он уже распрощался. Вот уже 3 года Ильшат Каримов живет на улице. В 42 года он остался без жилья и без средств к существованию. Этот репортаж о том, как можно потерять все в одночасье. Сейчас он принимает помощь от прохожих. Это одежда, продукты, деньги и просто добрые советы. Один из них – рассказать свою историю в эфире нашей программы. Зашел на рынок, нашел картон более-менее чистый, попросил маркер, написал своей рукой. И уже 3-й день стоит возле продуктового магазина. Без определенного места жительства Ильшат Каримов уже с 2016 года, а когда-то была двухкомнатная квартира. После смерти матери ее решили поделить между 3 братьями. По-честному, поровну поделили эту квартиру на 3 части. Они забрали свои деньги, пустили в какой-то бизнес, а я на свою долю купил комнату в общежитии. Там тоже не ужился с людьми. Комнату продал. Тогда помощь Ильшату предложили братья-бизнесмены. Но, говорит, ее так и не дождался. Ближайшие родственники исчезли, контакт с ними потерялся. Сначала мужчина снимал квартиру, потом деньги закончились. Так, 42 года он оказался на улице. С самого начала я как-то не представлял, как, значит, жить на улице. Для меня какой-то ужас был. Даже подумать, представить, как вот люди живут без дома. Первым делом по знакомым, потом в полицию позвонил. Меня повезли, можно сказать, приют на Муромской. С какими-то перерывами я насчитал 15 случаев, когда я жил в разных этих центрах адаптации, центрах реабилитации. Подрабатывал на стройках, в результате заработал грыжу. Сейчас последняя надежда – помощь неравнодушных людей. Кто-то дает деньги, кто-то еду, а кто-то одежду. Передаю человеку в дар вещи. Спасибо. Надеюсь, что они ему подойдут, согреют. В центр реабилитации идти он не хочет. Говорит, что сложно ужиться с соседями. Сегодня заветная мечта Ильшата Каримова – это найти работу и вернуться к нормальной жизни. Зарина Ахметова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Лестница как тренажер. 2-й месяц жители казанской многоэтажки по улице Лукина вынуждены заниматься физкультурой. В доме не работает лифт. Сначала обещали починить через 2 недели, но до сих пор приходится ходить пешком. Пенсионеры, инвалиды и мамы с детьми уже ограничили прогулки на улицу. В чем причина поломки и когда удобства станут доступными, узнавала Анна Городнова. Так мы идем гулять. Вначале берем коляску, спускаем на 1-й этаж. А потом вновь домой, пешком на 8-й этаж, уже за ребенком. Диана Муродова, мама в декрете. Прогулки на улицу с сыном теперь через день. С конца октября он перестал работать. Не часто гуляем. Всегда сидим дома. И на некоторые мероприятия приходится не идти. Опять пешком. В 9-этажке на Лукина 41 больше 140 квартир. На всех 1 лифт. В доме много пенсионеров, живут инвалиды. Такой физкультурой люди недовольны. В магазин хожу на дню несколько раз, иначе не получается. Большую сумку возьму, тяжело подниматься. Сын инвалид у меня, 2-й группе инвалид. Ему спускаться вроде ничего, еще подниматься надо. По словам жильцов, этот лифт относительно новый, установили его 2 года назад. Но периодически люди застревали, больше 3 человек он не поднимал. На помощь приходили лифтеры. Лифт заменили по программе капитального ремонта. Старый свой срок в 25 лет уже отработал. Ездить с комфортом долго не пришлось. Говорят, запчастей нет. Месяц тому назад я спрашивал, через месяц установим. В открытую Казань обращались, там пока отложили до декабря месяца. Как объяснили в управляющей компании авиастроительного района, у лифта вышел из строя частотный преобразователь. Деталь дорогостоящая. Ждут замены по гарантии фирмы. Свои письма мы отписали с требованием о замене. В принципе, у фирм должен быть аварийный запас на замену. Но, к сожалению, на данный момент его, наверное, нет. Поэтому сколько еще жильцам ходить пешком, неизвестно. Жилищники заверили, что с момента отключения брать плату за лифт не будут. Анна Городнова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Их много, и все они такие разные. Евреи, китайцы, грузины, украинцы и армяне. Сегодня на одну сцену вышли дети многонациональной Казани. На фестиваль пришло 240 заявок. В финале 24 участника. Палитру национальных красок готова передать Лилия Кашфарова. Языков много, республика одна. В Татарстане проживает более 173 национальностей. 24 из них сегодня на сцене. Танцуют, читают и поют.
Родина Азербайджан, коллектив Дагестан, город проживания Казань. Кто-то тут родился, кто-то только переехал. В танцах все. Лезгинка. Надо верить в свою нацию, ведь когда ты танцуешь, ты чувствуешь своих товарищей. Товарищи разные. Кто-то про горячую кровь, кто-то про гармонию с собой. Девочки-вьетнамки занимаются в Доме дружбы народов. Учат родной язык и родные танцы. Лотос – это символ Вьетнама. И самое важное в этом танце – гармония. Детский фестиваль проходит в первый раз. Цель – объединить, сохранить и укрепить нации республики. Премьера удалась. Рвутся куда? В Татарстан. У нас цветет Татарстан. Любой регион, когда вы заезжаете в Татарстан, вы видите, что лучше Татарстана ничего нет. На участие в фестивале подано 240 заявок. В программе все – немцы, греки, индийцы, китайцы, арабы, узбеки и другие. Дети со всего мира, дети Татарстана. Лилия Кашварова, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Народное наследие в современной интерпретации. Сегодня в Казани стартовали традиционные гала-концерты государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан. Одной из площадок в этом году стал театр Галиаскара Камала, где в эти минуты идет первый декабрьский концерт ансамбля. И сейчас там находится наш корреспондент Сергей Хайдаров. Сергей, здравствуй. Какая атмосфера царит и почему все-таки для концертов ансамбля была выбрана новая площадка? Да, здравствуй, Алексей. Что ж, действительно, прямо сейчас я нахожусь в театре имени Галиаскара Камала, где в эти минуты уже стартовал долгожданный гала-концерт государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан. И сразу отвечу на твой вопрос. Да, действительно, место проведения этого гала-концерта именно в этом году неожиданно для всех зрителей изменилось. Если раньше этот концерт проходил в театре оперы и балета имени Мусы Джалиля, то в этом году из-за реконструкции этого здания организаторы принимают решение переехать сюда, в Камаловский театр, и от этого, уверяю вас, ни зрители, ни сами артисты абсолютно ничего не потеряли, потому что атмосфера невероятная. С новой программой, к тому же еще выступают артисты государственного ансамбля. В ней переплетено и уже полюбившееся творчество этого ансамбля, и нечто новое, невиданное еще нашим зрителям. Прямо сейчас эксклюзивный видеоматериал хотим предложить посмотреть в прямом эфире нашему телезрителю. И также услышать, что же о концерте сказал художественный руководитель ансамбля. Без истории не бывает будущего. Да? Поэтому это история. И самое главное, это новое произведение, новые песни. И, конечно, то, что зритель любит, и это обязательно наш золотой фонд. Да, отмечу, что на сегодняшнем выступлении здесь в театре имени Галиаскара Камала выступления госансамбля в этом году не заканчиваются. Они выступят практически с идентичной программой. Она будет очень похожа, иметь лишь небольшие отличия от сегодняшней. Она пройдет 14 декабря в ДК имени Ленина, куда могут попасть все те, кто не смог прийти на концерт сегодня. Пока у меня на этом все. Алексей, передаю слово тебе. Спасибо, Сергей. Ждем подробностей в 21:30. Ну а сейчас о погоде на завтра, а после нашего выпуска «Вызов 112». Всего вам доброго и до встречи. Добрый вечер. Новости спорта на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Награды нашли своих героев. Сегодня в Министерстве спорта Республики состоялась отчетная конференция Федерации футбола Татарстана. На мероприятии были утверждены итоги работы ведомства за 2018 год и проведена церемония награждения победителей и призеров чемпионатов и первенств Татарстана. В этом году чемпионом республики стала команда Бугульмар-Унака, а чемпионат мира по футболу позволил улучшить инфраструктуру города. Появилось 5 искусственных поля. В Татарстане проведено более 4000 официальных матчей, развивается мини-футбол, детские чемпионаты, а также турниры среди девушек. Детско-юношеский футбол. С каждым годом повышается количество команд, участвующих в дивизионе «Б», который мы создали буквально недавно, поскольку желающих играть много, а дивизион А, там у нас по 8 команд только участвует.
Присвоить звание мастера спорта, выиграть солидную сумму призовых, отобраться на чемпионат Европы и мира. Победитель получает все. В Казани завершился чемпионат России по борьбе крэш. 5 из 8 весовых категорий остались за татарстанскими спортсменами. Гиниатуллин, Фаляхов, Калимуллин, Тухватуллин и Нургалиев не оставили шансов соперникам. Звание неофициального батыра чемпионата завоевал Сергей Павлик из Ульяновска. Это уже 6-е чемпионство Павлика. Календарный год борьбы завершен. В феврале участники соберутся на мастерский турнир на призы героя-поэта Мусы Джалиля. С каждым годом приходит опыт борьбы. С каждым годом я становлюсь немного сильнее в плане физически. А лучшие корпоративные команды республики по мини-футболу готовятся к Новому году. Спортивный сезон завершится традиционным новогодним кубком. 16 коллективов предприятия Татарстана выйдут на искусственный газон манежа центрального стадиона. Среди претендентов на титул футболисты нашей команды ТНВ. В активе игроков телекомпании не хватает только золотого кубка. Борьбу поведут сначала в группах, а дальше начнутся матчи за серебряный и золотой плей-офф. Кубок бизнес-лиги запланирован на воскресенье, 16 декабря. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. Ночные температуры по Татарстану стали ниже, а вот дневные не изменились. Более подробнее о погоде после небольшой информации. Вам нужен шкаф-купе, качественный, недорогой по вашим размерам. Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать со скидкой 20%. Данил Мастер, Казань, Восстание 23, телефон 2 167 166. Тантана. Казанның өр-яңа мәҗлесханәләре, тәмле хәләл ризыклар, милли-ашлар, никахлар уздырыр өчен уңайлы урын. Тантана – новый банкетный ресторан в Казани. Вкусные халяльные продукты, красиво украшенные залы. Банкетный ресторан Тантана – идеальное место для проведения национальных торжеств, никахов и юбилеев. Казань, Декабристов, дом 8, телефон 297 11 11. О погоде. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке Татарстана будет облачно, около 4 градусов ниже нуля. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге синоптики обещают снежную и облачную погоду около 5 мороза. На севере Татарстана, в Мензелинске, Агрызе, Менделеевске местами также возможен снег и также 5 градусов ниже нуля. Для северо-запада 13 декабря будет пасмурным, временами снег и 6 мороза. На юго-западе, в Болгаре, в Буинске, Держаном около 5 градусов со знаком минус, местами также возможен снег. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше синоптики обещают облачную и снежную погоду. Но будет довольно тепло, минус 4. Спонсор прогноза погоды – клиника Фармте. Лечение аденомы и простатита по европейским стандартам без боли, операции на израильском аппарате Термекс. Телефон в Казани 292 66 77. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292 66 77. Дорогие жители Казани, в честь Дня Конституции потребительский кооператив «Семейная копилка» объявляет акцию. Только с 12 по 14 декабря действует программа «Праздничная». 20% годовых сроком на 12 месяцев. А также дарим пайщикам приятные подарки. Подробности по телефону 843 239 17 36. Улица Чистопольская, 55. Спонсор программы – потребительский кооператив «Семейная копилка». Время идет, доход растет. Вас ждут по адресу Казань, Чистопольская, дом 55. Телефон 239 17 36. В Казани ожидается облачная погода, временами снег. Дневные температуры минус 4, минус 6. Ветер восточный, умеренный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 93%. В магнитном поле Земли без заметных возмущений. Медицинский центр «Доктор Ост» поможет справиться с проблемами позвоночника и суставов, без операций и протезов. Современные технологии, запатентованные методы и профессионалы своего дела. Вернуться к полноценной жизни просто. Болезни позвоночника часто служат поводом для хирургического вмешательства. Мне уже удаляли грыжу позвоночника и снова направляют на операцию. Что делать? В таких случаях готовы помочь в медцентре «Доктор Ост». Здесь проводят лечение на уникальных роботах, которые приходят на смену скальпелю хирурга. У пациентов, как правило, уже после нескольких процедур возможно уменьшение боли и улучшение подвижности. Не терпите боль. Запишитесь в «Доктор Ост».